От советского Товарищ, информбюро. фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии, – 1962 год. Карибский кризис. Мир на грани ядерной катастрофы. Малейшая ошибка со стороны двух держав может привести к Третьей мировой. В самое сердце конфликта страна Советов направляет некоего Ивана Павлова. Задача – избежать войны. Полномочия – нажать на ядерную кнопку. Его выправка выдает в нем военного человека. Но много позже станет известно, величайшую трагедию предотвратил прославленный кавалерист, дважды Герой Советского Союза, генерал Иса Плиев. Плиев Иса Александрович родился в 1903 году в селении Старый Батакаюрт Терской области в семье крестьянина. В Красной армии с 1922 года. Окончил Ленинградскую кавалерийскую школу, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генерального штаба. В 1936-38 годах советник в Монгольской народно-революционной армии. Участвовал в освободительном походе советских войск в Западную Белоруссию. В Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 года. Командир кавалерийской дивизии, затем корпуса на Западном, Юго-Западном, Южном, Первом Белорусском, Третьем Украинском фронтах. На Втором Украинском и Забайкальском фронтах командовал конно-механизированной группой. Участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снегиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. В 1945-м конно-механизированная группа Исы Александровича Плиева преобразована в Первую гвардейскую. Под Москвой ходили дважды. Один раз ходили в августе, а другой раз попозже. В августе удалось прорвать фронт ночной атакой, и пошли мы на оперативные тылы. Там наработали все, что надо было. Ну, мои монголы, вот Чайбалсан, вот Плиев стоит. Это уже Дальний Восток. Это уже монгольская конная армия. Плиев Иса Александрович, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, генерал армии, участник исторического парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Во время Советско-японской войны успешно участвовал в разгроме Квантунской армии. В 1945-1946 годах был командующим группой войск Монгольской Народной Революционной армии. С 1958-го командовал войсками Северокавказского военного округа. Среди наград 6 орденов Ленина, орден Октябрьской революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова первой степени, орден Кутузова первой степени. Ушел из жизни в 75 лет. Похоронен во Владикавказе на Аллее Славы. Памятники прославленному полководцу установлены в городах России, Венгрии, Белоруссии. Открыты мемориальные дома-музеи. Бороздит океаны танкер «Генерал Плиев». Его имя было присвоено Орджоникидзевскому высшему зенитно-ракетному училищу противовоздушной обороны. Там, где горят леса, дерется наш Иса. Он смел, горяч в бою, за родину свою. Так поется в героической песне, которую осетинский народ сложил о своем прославленном земляке.